привет! Меня зовут Айла. Когда мне было 6 лет, родители развелись. Я осталась с мамой. Спустя 2 года мама повторно вышла замуж. Отчим показался мне хорошим человеком, и мы сразу поладили. Через некоторое время маме пришлось уехать в командировку на 2 недели. Я осталась с отчимом одна. С отъездом мамы он начал выпивать и распускать на меня руки. В один день он сильно меня ударил, а затем изнасиловал. Он также угрожал, что убьет меня и маму, если я кому-нибудь расскажу. Когда мама приехала, ее муж вел себя как обычно, но она заметила, что мое поведение изменилось. Когда отчима не было дома, набравшись смелости, я все ей рассказала. Мама сразу же написала на него заявление. Пока шло расследование, его арестовали на 2 недели. К счастью, дело дошло до того, что его посадили в тюрьму на 9 лет. Сейчас мне 17 лет, и я хочу дать совет девочкам и мальчикам, которые столкнулись с схожей ситуацией. Не молчите и не скрывайте. Подобные люди не должны оставаться безнаказанными. Помните, что закон на вашей стороне. По статистике, 70% детей в Кыргызстане подвергаются насилию разного характера, и только 25% из них доходят до суда. Конституция Кыргызской Республики об охране и защите от семейного насилия. Статья 5. Лицо, пострадавшее от семейного насилия, имеет право на получение правовой, социальной, медицинской, психологической помощи и защиты от семейного насилия от государственных органов, органов местного самоуправления и других субъектов.